Бәріне сәлем, меня зовут Дияра, и я носитель казахского языка, а также я студент третьего курса филологического факультета МГУ. В этом видео я собрала для вас список из всех основных форм местоимений в казахском языке, чтобы вы могли просмотреть это видео и выучить эти местоимения. То есть я буду произносить максимально четко, максимально понятно эти местоимения, чтобы вы могли за мной повторять и в дальнейшем запомнить. Давайте начнем. Начнем мы с личных местоимений. Я читаю, вы можете ставить на паузу и повторять за мной. Мен, сен, сіз, ол, біз, сендер, сіздер, олар. Тут стоит обратить внимание на то, что в казахском языке есть две формы второго лица. Есть форма сен, это ты, сіз, вы, сендер, вы и сіздер, вы. Сен – это ты. Так мы обращаемся к тем людям, которые нас либо младше, либо к нашим ровесникам. Сіз – это уже уважительная форма. Да, в казахском языке есть такая вот традиция, что вот нужно уважать взрослых, поэтому ко всем взрослым обычно обращаются на «вы». Это сіз. Сіз – уважительная форма ко взрослым или же к малознакомым людям. Вот. Далее у нас идет сендер. Сендер – это «вы», получается множественное число в неформальном варианте. Сендер – это множественное число от сен. То есть, если мы видим много своих друзей, мы к ним будем обращаться как сендер. Сендер и жұмысын жасадыңдар ма? Вы выполнили домашнее задание? Уже уважительная форма множественного числа. Например, в школе вы подходите к своим учителям, они старше вас, и вы обратитесь к ним на «вы», сіздер. Их много, то есть множественное число, и они старше вас. А также эти местоимения сіз и сіздер вы можете использовать, когда вы ведете диалог, беседу с каким-то человеком малознакомым. Запоминаем. Сен, сіз, сендер, сіздер. И переходим дальше к притяжательным местоимениям. Менің, сенің, сіздің, оның, біздің, сендердің, сіздердің, олардың. Думаю, здесь уже все понятно. Притяжательные местоимения. Далее наш список продолжает возвратные местоимения. Өзім, өзің, өзіңіз, өзі, өзіміз, өздерің, өздеріңіз, өздері. Давайте попробуем теперь составить предложения с возвратными местоимениями, потому что они обычно вызывают вопросы у моих учеников. Өзім, я сам. Например, үй жұмысын өзім жасадым. Я сам выполнил домашнее задание, то есть самостоятельно выполнил домашнее задание. Дальше давайте попробуем задать вопрос. Самостоятельно ли ты выполнил домашнее задание? Үй жұмысын өзің істедің бе? Жасау и істеу – это синонимы в казахском языке. Переводится как «делать». Давайте теперь выберем слово «өзіміз» – «мы сами». Жұмысты өзіміз аяқтадық. Мы сами завершили работу. Указательные местоимения. Слушаем и повторяем. Бұл, сол, анау, мынау, ананы, бұлар, солар, аналар, мыналар. Вопросительные местоимения. Кім? Сенің атың кім? Как тебя зовут? Не. Что? Не істеп жатырсың. Что ты делаешь? Қайда? Где? Куда? Қайда барасың? Куда ты направляешься? Қашан? Когда? Сенің туған күнің қашан? Когда твое день рождения? Қалай? Как? Қалың қалай? Как твои дела? Қандай? Какой? Сенің үйің қандай?
Какой твой дом? Неше. Сколько? Сагат неше болды? Сколько времени? И последнее вопросительное местоимение в этом списке это кайсы, который. Жақсы, келесі определительные местоимения. Бәрі, барлық, бүкіл, әркім, әрқашан, әрдайым, әр нәрсе. Далее идут неопределенные местоимения, такие как біреу, кто-то, бірдеме, что-то, әлдекім, некто, әлдене, нечто, кейбір, некоторые. И сегодняшний наш список завершают отрицательные местоимения. Ешкім, никто, ештеңе, ничто, ешқашан, никогда, ешқайда, никуда, ешқандай, никакой. Достар, на этом все. Это были основные местоимения в казахском языке. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк и не забудьте на меня подписаться. Это вот моя небольшая просьба. Если вы смотрите это видео без подписки, обязательно подпишитесь. Осталось совсем немного, чтобы добить 10К, то есть 10 тысяч подписчиков. Я буду очень благодарна каждому, кто на меня подпишется. И у меня появится больше мотивации снимать видео на темы, которые вы предлагаете в комментариях под этими видео. Поэтому, если вам что-то было непонятно или вы ждете какое-то видео на моем канале, можете написать в комментариях. Я выберу интересные темы и обязательно сниму видео. Вот на этом все. Сау болыңыздар!